Самая высокая ступень развития нравственной культуры – это когда мы понимаем, что способны контролировать свои мысли. Искренне желаю всем этого достичь. Модшел Дашуг, уважаемые зрители национального канала. В эфире программа «Культура», и ближайшие полчаса проведу с вами я, Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. Повезли как и старые, так и новые постановки. Это новый танец Нясархой, молодежный танец. Именно эта постановка очень понравилась нашим зрителям. «Мы Россия». Государственный ансамбль народного танца Ингушетия вернулся с триумфального гастрольного тура по городам России. Солистка ансамбля Милана Аушева – гость нашей студии. Время миг и бесконечность. Властелин на троне жизни, а ее владение – вечность. Поэзия живописи. В Государственном музее изобразительных искусств Кабардино-Балкарии состоялось открытие персональной выставки народного художника Ингушетии Мусы Мортазанова. От камерной утонченности до яркой народной экспрессии. В Государственном колледже искусств Республики Ингушетия отметили Международный день музыки. Поэзия живописи. Так называется персональная выставка народного художника Республики Ингушетия, председателя общественной организации Союза художников региона, члена Союза писателей Российской Федерации Мусы Яхьяевича Мортазанова, которая открылась в Государственном музее изобразительных искусств Кабардино-Балкарии. Наш старший коллега Владимир, он как-то мне говорил о том, что есть поэзия нашего невероятного поэта Мариама Ахмедова Ильянова. Я вам прочитаю буквально в нескольких строчках. Есть вот такие длинные стихи, но прочитаю коротенько. «Время друг и время не друг. С этим спорить невозможно. Время истину отсеет от того, что было ложно. Многолико и беспечно время миг и бесконечность. Властелин на троне жизни, а ее владение – вечность», пишет Мариам. Я хочу подарить уже вторую картину, которая, оказывается, уже в фондах хранения вашего музея. Подарил бы третью и четвертую, это все впереди, с большим уважением к этому коллективу, к этим народам, не к народу, но общий для меня народ. И долгое время я не знал, что есть и кабардинцы, и балкарцы. Думал, что есть один народ, но он, в принципе, один народ. Поэтому всему этому народу будете приходить, смотреть иногда и наши картины ингушских художников. Вот такую вот картину, это башня-комплекс, верно, в Лавнушке, с большим удовольствием. Это событие стало настоящим торжеством гармонии слова и цвета, где каждая работа звучит как отдельное стихотворение, а каждая строка как штрих кисти. Экспозиция объединяет живописные полотна, графические этюды и редкие зарисовки, в которых ощутима тесная связь художественной и литературной традиции автора. Перед зрителями раскрываются лирические пейзажи Кавказа и пропитанные теплотой памяти, уважением к корням и тонким чувством человеческой судьбы цветовые решения. Дело в том, что Муса Яхьяевич не только наш коллега по общественной палате, вот он представляет свой регион еще и в Российской общественной палате, но это поэт, художник, целитель травами. Вот мне кажется, на ваших картинах реальные травы тоже изображены, и вы даже, наверное, знаете, под какой горой какая трава находится. Что ваши картины несут? Ну, во-первых, художник – это человек, который заставляет думать своего зрителя. Если у него это не получилось, он не состоялся как человек, который может нести в этот мир знания. А человек думает только тогда, когда приобретает знания. И в первую очередь это, наверное, умение писать и отражать красоту окружающего мира, нашу действительность, а может где-то затаенные какие-то уголки нашей человеческой души, таинства человеческой души. Это изображено именно в эзотерических работах, они тут тоже представлены. Я их очень редко вывожу в ограниченном количестве, потому что они подвержены вот этому воздействию внешнему, иногда и механическому. Вывозить очень сложно подлинники, как правило, и музеи сейчас не выводят подлинники, выводят только доподлинные копии, либо фотокопии работ.
Гости выставки, ценители искусства и литературы, художники и общественные деятели отметили, что творчество мастера объединяет две стихии – кисть и перо. Его полотна словно дополняют строки, а слова помогают прочувствовать скрытые смыслы картин. Атмосфера открытия была наполнена искренним восхищением. Зрители задерживались перед каждым произведением, обсуждали метафоры и находили в работах отклики собственных переживаний. Здесь, в Нальчике, я выставляюсь уже второй раз. Это моя вторая персональная выставка. 10 лет назад я выставлялся в стенах этого музея. Очень полюбил этот коллектив невероятный, который действительно с отдачей, с чувством какого-то внутреннего ритма любого художника, любого творческого человека умеют найти общий язык с этим человеком, они умеют раскрыть, наверное, таланты, которым наделен этот человек, они умеют слышать и слушать. Это очень важно. И сегодня на суд зрителей я привез около 30 работ. Они в основном живопись маслом, есть и графические работы, это пастель, есть работа, значит, это обработка металла художественная, это латунь, это отравление, ну и стекло. Но я знаю, что у вас более 2500 картин, Да. работ в целом. Муса Ихьяевич, до какого числа люди смогут прийти и посмотреть ваши работы в Нальчике? Я приглашаю всех жителей, желающих посетить эту выставку в течение 20 дней. Она будет экспонироваться в Нальчике. 20 числа мы планируем, мы уже поговорили с директором, провести небольшой творческий вечер в стенах этого музея. Значит, я буду читать стихи и давать мастер-класс пастелью. Вот. А уже после обеда, ближе к вечеру, я буду уже заниматься демонтажом выставки и буду возить картины. А уже в конце года у меня будет персональная выставка проходить на территории нашего региона. Прекрасно. В этом году это персональная выставка по счету 3-я. Очень хорошо. А вот, завершить я хочу, я как символист очень люблю символы, очень люблю цифры, очень люблю философию. Вот, завершить хочу в 50-летие, 50-я выставка, она у меня как раз и выпадает 50-я в регионе. А дальше уже будем со следующего года потихонечку работать, если нам в Крижалях где-то там начертили еще время. Экспозиция имеет важное культурное значение. Она укрепляет художественные связи между регионами, знакомит широкую аудиторию с уникальной эстетикой ингушской школы живописи. Произведения Мусы Муртазанова наглядно демонстрируют, как личная история и коллективная память превращаются в вечные художественные образы. «Мы Россия». Государственный ансамбль народного танца Ингушетия вернулся с триумфального гастрольного тура по городам России. Солистка ансамбля очаровательная Милана Аушева, гость нашей студии. Здравствуйте, Милана. Здравствуйте, Елиза. А пока свежи впечатления, поделитесь ими. Действительно, да, прошел гастрольный тур ансамбля Ингушетия по городам России, такие как Тольятти, Тула, Тверь. И закончили мы свой гастрольный тур Санкт-Петербургом. На самом деле зритель очень воодушевленно реагировал на наше выступление, очень с интересом наблюдал за особенностями наших традиций, наших танцев. Даже после выступления подходили, просили показать какие-то элементы танца, такой мини-мастер-класс. Вот. Это было очень приятно, и путешествие с ансамблем по городам. Вы отметили о том, что начали с Тольятти, завершили в городе на Неве. А в каком из городов публика встречала наиболее тепло? На самом деле во всех городах было тепло, но особенно мне понравилась эта публика города Санкт-Петербург. Там были и наши ребята, представители соседних республик тоже. И был полный зал, овации, аплодисменты. Все было очень весело. Даже под конец ребята устроили лоузер. Мы тоже, ансамбль, присоединились к ним. Это было все очень на такой веселой, позитивной ноте. И было очень приятно видеть, что даже вдалеке от дома нас так тепло встречают.
И есть наши люди там. Это действительно чудеса, на которые способна лезгинка, поскольку жители Санкт-Петербурга, они вообще славятся своей такой сдержанностью, я бы сказала. И, соответственно, даже наши земляки, которые проживают там, они уже становятся немножко по состоянию эмоциональному похожи на местных жителей Петербурга. И если вам удалось раскачать питерскую публику, значит, программа была очень яркой и зажигательной. А какие новые постановки вы повезли? Мы повезли как и старые, так и новые постановки. Это новый танец Нясархой, молодежный танец. Именно эта постановка очень понравилась нашим зрителям. Вот, ее поставил наш новый бальтмейстер Имета Дукладзе. Насколько мне известно, это та самая постановка, которая завирусилась в социальных сетях, и, соответственно, было очень много просмотров, интереса и шума вокруг нее, верно? Да, как вы говорите, у нас завирусилось данное видео. Мы его выложили еще в начале гастрольного тура, это был город Тольятти. И уже к концу в Санкт-Петербурге его все ожидали, именно этот танец подчеркивали, очень много зрителей говорили, мы пришли ради этого танца, мы хотим посмотреть вживую эту красоту. Но здесь с выбором все понятно. Это была новинка, была обратная связь, и, соответственно, эта хореографическая постановка была включена в концертную программу. А по какому принципу вообще отбирались номера? Это что-то из классического фонда Государственного ансамбля Ингушетии, либо вы уже подстраивались конкретно под каждый город, или программа была для всех одна? Да, программа была для всех одна. Мы использовали что-то из классического фонда Государственного ансамбля, но также представили сванский танец, это грузинская постановка, тоже одна из новых постановок ансамбля. Также был представлен дагестанский перепляс и также музыкальный барабанный номер. Интересное название «Сванский танец». Как вы подчеркнули, это грузинская хореографическая постановка. Можно о нем более подробно? Сванская постановка, она такая достаточно своеобразная. Можно сказать, что девушки там более активнее, и он направлен больше на технику ног. То есть это не то, что мы привыкли видеть в ингушском танце, но так как мы государственный ансамбль, мы должны уметь знать другие танцы народов Кавказа. Но при этом парадоксально то, что сама постановка, несмотря на то, что женская позиция более активная, она все равно немножко сдержанная и степенная. Да, так как это сванский танец, а сваны — это народ сам такой, более сдержанный, более похожий на нас. Вот. Но все равно девичьи элементы, они более активнее. Также мы представили дагестанский танец, его исполняет женский состав ансамбля Ингушетия. Чисто девочки, да? Да, он такой более озорной как раз-таки, в отличие от сванского. Там можно и эмоции выплеснуть, и мы его очень любим с девочками, потому что мы заряжаемся там в середине. Обычно его ставят в середине каких-то, в центре сольного концерта. И как раз иллюминационный, да? Нет, просто вот
когда он в середине, до этого мы как-то настраиваемся на первые два танца, они такие более спокойные, а потом мы идем на дагестанский, заряжаемся, и уже под конец мы активно все выдаем, все эмоции благодаря этому танцу. По нарастающей, то Да. есть с него начинается, да, все самое яркое получается. Ну да. в программе «Концертная». Если брать гастрольный тур в целом, хотелось бы еще раз остановиться на культурной столице, это Санкт-Петербург, и спросить ваши впечатления о самом городе и насколько его атмосфера, он сам город творческий, да, это город, в котором каждая улица, каждое здание, оно несет какую-то особую атмосферу, энергетику. Насколько вас это впечатлило и повлияет ли это в дальнейшем на ваше творчество, отразится в танцах или нет? Конечно, Петербург — это такой город, который вдохновляет, как вы сказали, улочками, архитектурой. И гуляя по нему, ты не можешь оставаться равнодушным к этой красоте, ты вдохновляешься, наполняешься. И, конечно же, эти эмоции тебе дают многое для того, чтобы выражаться на сцене. Это, для творческих людей вдохновение — это самое ценное. Именно оно заставляет тебя отдаваться полностью своей работе. Поэтому Санкт-Петербург не оставил нас равнодушными, и нам хотелось бы вновь и вновь туда возвращаться. Но и другие города оставили свой след. Мы прогулялись по Туле, тоже по Кремлю. Очень красивое место. Посмотрели центральные улочки. Прошлись с ребятами и тоже вдохновились. То есть не только Питер нас вдохновил, но и другие города тоже. Ну и сами люди, конечно. Милана, непосредственно возвращаясь к концертным номерам, вот у меня, как у зрителя, всегда возникал вопрос, как удается нашим девочкам, и вам в частности, так легко, красиво, плавно порхать в национальных нарядах. Они ведь достаточно сложные по весу, и двигаться в них не так уж легко. Я не раз примеряла чука, и мне было сложно. Но вот этот вес, он чувствуется, или вот в порыве танца вы все забываете? Действительно, в порыве танца мы все забываем, потому что я уже и не задаюсь этим вопросом, что тяжело. Я тебе раскрою секрет, что именно для ансамбля шьются такие наряды, чтобы в них было легче танцевать. То есть это атрибутика, там, нагрудники более легкие или пояс. То есть нет какой-то тяжести, которую мы могли наблюдать в нарядах, которые вы примеряете, потому что тот же свадебный наряд, он шьется для того, чтобы невеста стояла, вот, и он более тяжелый, и ткани там используются более Плотные, да. Вот, а у нас нет никакой сложности в том, чтобы нам танцевать в них. Единственная сложность — это таскать несколько костюмов с собой, потому что 7 танцев, 7 постановок, и это 7 костюмов. Немножко сложно в этом плане, девушки. Вот, но нам помогают парни наши, не оставляют нас в беде. Вот, как-то так. Милана, а что сложнее, сольные постановки, вот вам непосредственно исполнять, либо уже с коллективом, групповые? Мне кажется, вот синхронизация, она гораздо сложнее. Я думаю, что масса сложнее, потому что там больше людей участвуют, и тебе нужно следить и за линиями, и за движениями, синхронность, чтобы была. Вот. В сольном ты произвольно выходишь, тебе не нужно на кого-то равняться, только на своего партнера, чтобы была какая-то гармония. А в массе стоять намного сложнее, по моему мнению. Я заметила еще одну вещь, что когда бы к вам ни приехал, государственный ансамбль народного танца всегда репетирует.
И, казалось бы, вот уже даже те композиции, которые вам хорошо знакомы, которые вы танцуете просто прелестно, все равно непосредственно каждый раз вы их оттачиваете, чтобы не забыть, да, как я понимаю. Над чем работаете сейчас? Что в планах? Да, мы всегда работаем каждый день. Это для того, чтобы мы сохраняли форму как танцоры, оттачивали танцы, потому что нет предела совершенства. На данный момент мы улучшаем постановку. Вот ранее мы с вами говорили не о Сархой. Она только поставлена, только ее вывели на сцену. Но, конечно же, многое нужно доработать и украсить. То есть скелет построен, надо на него надеть красивую одежду. То есть надо его украсить, дополнить чем-то, почистить где-то. Получается своего рода шлифовка касаемо того, что украсить. Позволительно ли вам, солистам, от себя что-то вносить? Да, конечно. Каждая сольная партия дополняется от солиста какими-то своими движениями, своей манерой. Тем самым сольная партия становится особенней. Но принять или нет, это решает, конечно, наш балетмейстер. Милан, а в гастрольном графике что сейчас, что в планах? Под вопросом поездка в Суздаль, но очень надеемся, что она состоится. Но мы тоже очень надеемся, что в Суздале ярко и громко прозвучит лезгинка, и наш ансамбль достойно, как всегда, представит нашу культуру и традиции. Милан, спасибо вам за интересную беседу, удачи в творчестве и всего самого-самого доброго. И вам спасибо, но мы будем радовать наших поклонников лезгинки красивыми танцами. Напоминаем, что у нас в гостях была солистка Государственного ансамбля народного танца Ингушетия Милана Аушева. Международный день музыки был отмечен 1 октября. В Государственном колледже искусств Республики Ингушетия состоялось теплое и вдохновляющее празднование этой даты. Концерт получился разноплановым, от камерной утонченности до яркой народной экспрессии, и надолго запомнится всем участникам и гостям. Открытие концерта состоялось с камерной серенады Сергея Метнера в исполнении концертмейстера Джамили Тумгоевой, задавшей тон мероприятию. Ансамбль народных инструментов представил концерт для гармоники с оркестром композитора Шаталова. Сольная партия Хавы Боковой вызвала живой отклик публики и стала одним из эмоциональных центров программы. Проникновенное исполнение «Дороги к счастью» в исполнении Азы Хамхоевой тронуло слушателей глубиной звучания и искренностью подачи. Народная песня «Как пойду я на быструю речку» наполнила зал атмосферой и традицией, создав мост между поколениями и культурным наследием. Хореографические номера придали концерту динамику и визуальную выразительность, органично дополнив музыкальную часть. Студенты актерского отделения предложили музыкальное наблюдение, сценическую миниатюру, в которой музыка и театральное мастерство слились в цельную художественную картину. Публика приветствовала каждое выступление аплодисментами. Атмосфера вечера стала подтверждением высокого уровня подготовки студентов и педагогов колледжа. Мероприятие не только подарило эстетическое наслаждение, но и стало важной образовательной и воспитательной платформой, способствующей укреплению культурной идентичности и развитию творческих талантов. Организаторы и участники выражают особую благодарность преподавателям и концертмейстерам за профессионализм, а зрителям за теплую поддержку. Такие вечера доказывают, музыка объединяет, вдохновляет и продолжает воспитывать новые поколения мастеров искусства. 2025 год ознаменован годом защитника Отечества. Патриотической тематикой пронизаны различные культурные мероприятия, проходящие по всей стране и в нашем регионе в том числе. Вклад ингушей в победу в Великой Отечественной войне очень весом. Храбрость и стойкость наших воинов способствовали укреплению боевого духа советских войск. Среди ингушских воинов было немало героев Советского Союза и кавалеров орденов и медалей. Несмотря на тяжелые испытания и депортацию, народ сохранил память о героях и передал ее следующим поколениям. Это укрепило чувство принадлежности к общей истории и культуре страны. С докладом «Герои ингуши в битве за Кёнигсберг» на Северокавказском форуме «Великая Победа объединяет Кавказ» выступила Елена Герман, бизнес-леди, общественный деятель, меценат, советник заместителя председателя правительства Приморского края, заместитель министра культуры и архивного дела, заместитель председателя Общественной палаты Приморского края, помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере социального предпринимательства и частного образования. Елена Александровна предоставила Государственному музею изобразительных искусств Республики Ингушетия материалы, которые легли в основу одноименной выставки и лекций для школьников и студентов. Проект курирует сотрудник музея Луиза Плиева. Цель нашей выставки, мини-выставки, это
победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы отмечаем 80 лет победы в этой Великой Отечественной войне. И одна из завершающих таких важных битв в этой Великой Отечественной войне была Кенигсбергская операция. Она была стратегически очень важной. Это был выход на Берлин. И очень было много внимания к этой крепости, потому что она имела такое не только сакральное, символическое значение, а очень сакральное. То есть там была вся верхушка верхмата, то есть немецкой группировки. И Кенигсберг являлся таким символом защиты немецкой армии. А многие ингуши были призваны на фронт, были в составе Красной Армии, и благодаря их мужеству, храбрости и достойной защиты своей родины они поднимали боевой дух советских войск. К сожалению, трагические события 1944 года, депортации, они немножко омрачили этот путь ингушских солдат, но при этом они все равно доблестно защищали свою родину. Один из известных ингушских героев советской власти был Костой Шервань Устарханович. На своем самолете Ил-2 он потопил немецкий корабль, на котором присутствовало 125 солдатов, 4 офицера. За это был награжден медалью Отечественной войны 1 и 2 степени Красной Звезды и Красного Знамени за взятие Кенигсберга и за взятие Берлина. Потом второй у нас представитель был Картович Джабрал Дабиевич, тоже очень яркий представитель этой войны, тоже получил награды. 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 степени, медаль за оборону Кавказа, медаль за оборону Сталинграда, то есть и медаль за оборону за взятие Кенигсберга. Он взял в плен 1600 немецких солдат со своим командованием, и вот за это его наградили этими орденами. И также у нас Аздоев Керим Султанович, который тоже был награжден Красной Звездой и Отечественной войны, и медалями за отвагу и за взятие Кенигсберга, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Но это малая часть про ингушей. Очень много ингушей участвовали в этой войне. К сожалению, вот депортация 1944 года, она повлияла на ход событий, и многие имена были забыты, либо вычеркнуты из списка, но при этом все-таки некоторые кадры у нас были сохранены. И вот до нас сегодня дошла эта информация, и хотела бы ее распространить на молодежь, чтобы мы не забывали свое прошлое, что ингуши достойно прославили свою родину, проявили свою храбрость, мужество, отвагу и проявили себя очень хорошо в этих боевых действиях. Всемирный финал 32-го сезона международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров» проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Организатор фестиваля – арт-фестиваль «Роза ветров», одна из старейших общественных организаций в России. На протяжении 32 лет осуществляет социально-культурные проекты в секторе детского и молодежного творчества на территории Российской Федерации и за ее пределами. Ежегодно в конкурсных смотрах «Роза ветров» принимают участие около 25 тысяч одаренных детей и молодежи из 65 субъектов страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что «Роза ветров» проводит большую многогранную работу по поиску и поддержке юных талантов из разных регионов нашей страны, оказывает необходимую организационную и методическую помощь их педагогам и наставникам, воплощает в жизнь значимые просветительские, социальные и культурные проекты, направленные на развитие художественного образования и творчества. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь с нами на телеканале Магаз. До новых встреч!